многие знают, что я участвую в экспедиции по Иркутско-Якутскому ямщицкому тракту. Экспедиция стартует 15 марта с города Иркутск, и, соответственно, мы пойдем по следам ямщиков. Будет производиться все это на вездеходах. Но прежде чем отправиться в город Иркутск на старт нашей экспедиции, я думаю, будет очень интересно вообще познакомиться еще ближе, кто такие ямщики, да, познакомиться с самим понятием Иркутско-Якутский тракт, вообще каким образом доставлялась почта в те, достаточно, я бы сказал, уже древние времена. И я думаю, что никто лучше об этом не расскажет, чем потомок государевых ямщиков. Сегодня мы в гостях у Василия Алексеевича Кулагина. Я потомок государевых ямщиков Солёкинского района. Моя почтовая станция называется Кочегарская. А вообще род Кулагиных пошел с соседней станции, которая называется Дельгейская. И наш предок является основателем Дельгейской станции. Вот эта дверь, это тоже она с очень большим смыслом. Вы видите, это самое изображен. Вот это дом, это родительский дом, где родилось несколько поколений нас. Сейчас, открывая эту дверь, мы с вами входим в прошлое. Эта дверь, поэтому я вас сейчас приглашаю в основное помещение нашего музея. Пожалуйста. Вот эти экспонаты, которые здесь есть, мы собирали в течение многих-многих лет. В течение многих лет. И, конечно, главная, самая центральная часть, ее занимают наши ямщицкие атрибуты. Якутский почтовый тракт, он, можно сказать, что сыграл эту решающую роль в развитии России в 17-18 веках. В 1743 году по указанию, опять же, царского правительства, некий служилый человек Баишев, ему дали задание, чтобы от Витима до Якутска построить первые 28 станций на этом участке. И поэтому, как только эти участки были освоены, мы стали считать, что началось регулярное сообщение по Якутскому почтовому тракту. Поэтому в этом году как раз исполняется 280 лет со дня регулярного сообщения. Вообще, это по положению на 1908 год между Иркутском и Якутском было 126 почтовых станций. Там как раз было разбито очень ловко пополам. 63 станции до Витима было и 63 станции после Витима до Якутска. А как это определяли у нас в Якутии, что едет почта? Поддужные колокольчики, дугу. Обязательно, ямщики имели колокольчики. У нас если хорошая погода, зимой примерно по реке Лени за 10 верст можно было услышать этот колокольчик. Колокольчики были разных размеров, начиная от таких больших, они 4 нуля обозначались, это колокольчики. Сейчас на этом, по-моему. Видите, там 4 ноля у него. 4 ноля это самые большие были, а самые маленькие были такого размера. И поэтому все колокольчики звонили по-разному. Сейчас я вам, видите, этот колокольчик, этот колокольчик, видите, совершенно другие звуки, другая. А самые знаменитые колокольчики, это были колокольчик Дар-Валдая. Видите, тут написано с серебром. Для того, чтобы звон колокольчика был особый, да, туда добавляли серебро и говорили, что у него малиновый звон. Действительно, что-то есть такое. И, конечно, сама дуга тоже, на нее обязательно закреплялось 3 колокольчика. И послушайте, какой звук получается. Этот звук называли ямская гармонь. И действительно, можно сказать, и слух радовал, и ямщика радовал, и он, в его этом трудном пути скрашивал его эти трудные будни.
Ну и, конечно, вот еще, значит, была такая вещь, как бубенцы. Вот это бубенцы 19 века, это их на шею вешали, нашейные бубенцы. Но, правда, нашейные бубенцы одевали в основном по праздникам. Когда, там, допустим, свадьба, эти самые праздники там старинные, церковные и так далее. Ну, это тоже, видите, как звук какой красивый. И вот можно представить, допустим, если как звенит это, да, и звенит, и одновременно звенят бубенцы, какой создает этот самый такой, ну, ауру, такую радостную атмосферу. Вот эта колодка, когда лошадь, чтобы далеко не ушла, когда ее выгуливаешь, там, чтобы она на ночь, допустим, выпустил, чтобы она далеко от дома не ушла, на ногу одевали вот такую колодку. Ну и она, естественно, с этой колодкой не могла далеко уйти. Вот это бич, которым погоняли ямщики. Видите? Видите, его плели из сыромятной кожи, видите, это тоже определенным способом. Рукоятку украшали, чтобы она тоже радовала. Видите, это самое. Ящик – это настоящий ящик. Ну, это уже, конечно, советских времен, Александр, ну мы на самом деле сейчас на старте большой экспедиции, которая продлится более 2000 километров по Ямщицкому тракту по маршруту Иркутск-Якутск. Но сейчас мы добрались до реки Лена. Здесь далее уже идут зимники, такие вот дороги, где не такое интенсивное, да, движение. То есть мы, в принципе, прошли на прицепах, чтобы не мешать участникам дорожного движения. Чтобы асфальт не попортить, да? Да, да. Все. проект, я так понимаю, да? Поэтому это будет доступно, скажем, многим-многим жителям России, даже мира, я хочу сказать. Поэтому это очень большое дело. И хочу от имени Управления культуры, молодежи, семьи и спорта вручить руководителю группы Александру, пожалуйста. Это книга об истории нашего района. И здесь есть фильм «Флешка», так, «Хранители времени». Здесь вот тоже об истории именно Ямщицкого тракта в этом фильме. Но я хочу вручить это Руслану Ахирова. Гостья наша, народный писатель Якутии, которую уважают, чтят во всех уголках нашей республики. И, конечно же, она имеет такую, скажем, популярность, у нее есть возможность довести до жителей нашей республики об этом мероприятии, о нашей истории, о котором сегодня шла речь. Спасибо всем большое. Я предлагаю послушать Наталью Владимировну. Я вот четвертый день на воспетой Эдуардом Корниловым Аюрминской земле. Ну, второй приезд, можно сказать, да, я была на ссылке Аланхо до этого. Вот. И каждый день по 2-3 мероприятия. Мероприятия один другого краше, я бы сказала. И они вообще не похожи друг на друга, вот эти мероприятия. И я убедилась в том, что центрами духовной жизни района являются библиотеки. Ну, вообще, я знаю, вот национальная библиотека у нас тоже, вот она стала прямо такой, даже в России они первые места занимают, да? Ага. И
Вот к круглому столу я присоединилась из-за журналистского любопытства. Я же тоже член журналистов России тоже. Ага. И узнала очень много интересного, нового для себя открыла. Прямо зазвенели колокольчики у меня в сердце сейчас. И чувствую, что заболеваю ямщизмом и, как сказать, алепмизмом. И всем желаю вот, так держать. Спасибо большое. Ага, спасибо вам за эти 4 дня. Хотел сказать огромное спасибо, что дали возможность нам попасть на такое мероприятие. Очень поражен. Вы все большие молодцы. Вы храните историю. Вы творите историю. И когда мы тоже приехали с Иркутска, приехали не с пустыми руками. От Василия Николаевича была фраза, что делается благое дело, и что есть какие-то трудности. Все благие дела, они сопровождаются трудностями, но с вами Бог, и 100% у вас все получится, все завершится, и будет все хорошо. От себя мы дадим немножко... Да, На книгу. Сейчас. Вот взнос на нашу книгу, которая будет называться «Иркутский тракт. Прошлое и настоящее». Тут большая сумка. Нет, ну, это Тут прям классно так все получилось. И когда мы собирались ехать в экспедицию, у меня у друга, хороший друг у него в Иркутске остался, его отец занимается пасекой пчелами. Он сказал, на вашем пути будет очень много хороших людей. И вот всем, кого вы будете встречать, угощайте иркутским медом. Руслан придет и всех вместе. Маленький вкусненький презент. Ну хорошо, спасибо Он большое. представит видео. Сейчас, Василий Алексеевич, да, сейчас послушаем Василия Алексеевича, пожалуйста, Василий Алексеевич. Вы сюда подойдите. Девушки, там подходите кто-нибудь. Да, я буду, вы должны пойти. Идите сюда. Мы вот выпустили вот это вот сигнальный экземпляр, мы это самое выпустили, вот можно, ну, это, можно будет это вот я могу по кругу пустить, посмотрите, мы со своим племянником сделали посвященный нашим родам вот такой шикарнейший альбом, где начиная от наших прародителей, от дедушки, от бабушки, все расписали полностью, весь наш род по линии Кулагиных и Пшенниковых. Ну, вот это будет все в моей книге будет. А так вот, это, ну, я обещаю, что мы вот, их что сделаем экземпляры, подарим библиотеке, да? Потому что здесь это огромный труд. Вот Ирина Кентьевна сказала, что вообще в этом нашем архиве, в этом якутском, да, очень много, особенно наш Алёкнинский архив, он очень в хорошем состоянии, то, что с Алёкнинска, поэтому надо там работать, там многое можно найти. Вот когда что-то ищешь постоянно, да, то над человеком стоит какой-то вот это самое, вот что-то стоит такое, что помогает находить. Я книгу Кочегарова готовлю, да, ну вот о всех людях, которые жили Кочегарова, я назван в честь дедушки Василий Павлович, дедушка, да. Вот дедушка был вот, всего-навсего там 3 класса церковного образования, но феноменального ума и инженерного склада. Он же построил одну из первых водяных мельниц круглогодичного действия. Потому что водяные мельницы в Алёкинском районе были, но они были только летнего, да, когда текли речки. А он Кочегарова на той стороне реки нашел ручей незамерзающий вообще. И на этом ручье построил мельницу. И я, это, ну, он, когда умер, я учился в 1 классе. Естественно, я его там не расспрашивал за тогда об этих делах всех, да. И меня постоянно мучила мысль, когда, в каком году он эту мельницу сотворил. И вот, роясь в этом в архиве в Якутске, там же, ну, тысячи, миллионы экземпляров всяких документов, да. И вот это Бог меня вел, и я наткнулся на его дело. На его дело, значит, это самое, полностью посвященное вот этой мельнице. Это, он, значит, 3 года переписывался с губернатором Якутской области, нашей Якутии, да, и решал вопрос, какую же арендную плату ему назначат. Ну, и в этом деле все там
это самое, все вот дедушкины запросы, как он грамотно боролся с этой бюрократической машиной. Тоже бюрократическая машина была. 3 года решать это, сколько платить. Кстати, на этой работе у нас вообще нету там иркутские, поэтому она будет находиться, да? Да? Ну, отлично, да. Спасибо большое. Общение между Якутском, Москвой и сибирскими городами не было четко организованным и регулярным. Освоение Сибири, присоединенного к русскому государству в XVII веке, требовало создания новых путей сообщения. Учреждение Иркутско-Якутского тракта историки связывают с присоединением Якутского уезда к Иркутской провинции и Камчатской экспедиции Беринга. В то время Иркутско-Якутский тракт был ведущим маршрутом между Сибирью и с Русской Америкой. Оживленный тракт проходил через наш город Алекминск по Лени-реке. Многие населенные пункты Алекминского округа являлись ямщицкими станциями. Жители Алекминского района участвовали в обустройстве путей сообщения между Якутском и Алекминском. Подгонялись населенные пункты Алекминского округа являлись ямщицкими станциями. Жители Алекминского района участвовали в образовании сообщения путей между Якутском и Алекминском. Тянулись вдоль Лены подгоняемые ямщиками тройки с почтовой поклажей. Дремали в кибитках чиновники всех сословий и рангов. Направлялись в далекую якутскую ссылку декабристы, народники, социал-демократы, большевики. Отзывы о дороге известных путешественников были суровые. Николай Гаврилович Чернышевский, известный русский демократ и мыслитель, вождь революционного движения 60-х годов. В России более 11 лет провел в Вилюйской ссылке. Он писал своей жене Ольге Сократовне о трудностях по пути от Иркутска до Вилюйска. Проезд от Иркутска до Якутска – тяжелое и рискованное предприятие. Труднее, чем какое-нибудь путешествие по внутренней Африке. Однако путь из Иркутска до Якутска был относительно сносным по сравнению с дальнейшим передвижением до Вилюйска, про который под свежим впечатлением Между Чернышевский Вилюйском писал. вовсе нет русского народа, живут только якуты. Станции по большей части по 40 и даже 50 верст. Всего на 710 верстах 16 станций. Из этих мест остановки на 2 станциях есть довольно чистые комнаты, что-то среднее между русской и якутской постройкой. Остальные станции – якутские юрты. Из них 2-3 не очень опрятны, другие плохи относительно чистоты воздуха. Тут вместе с хозяевами помещается и скот – коровы, телята. Эти же исключительные трудности пути от Якутска до Вилюйска позднее подробно описал другой политический ссыльный Иван Иванович Майнов, революционер, ученый, этнолог. На всю жизнь запомнил я наше путешествие в Якутск. Мы плывем на шитиках вниз по бесконечной линии. Туда на веслах, а обратно лошадиным ходом, сменяющийся на каждой почтовой станции. Это не скучные реки Западной Сибири, то ленские щеки краснобурые, отшлифованные временем каменные массивы, тюленские столбы подобие сталактитов. Путешествие было полно приключений. Лето выпало жаркое, и Лена обмелела. Однажды мы посетили богатую русскую деревню, расположенную вдоль Якутска, с солидными избами, украшенными московской деревянной резьбой. То было селение Скопцов. Хозяева принимали нас по-русски, с хлебом, с солью на вышитом полотенце. На угощение арбузы и дыни, о которых мы совсем забыли с уезда из Москвы. Это русские люди, заброшенные в край вечной мерзлоты, пытаясь оттаивать камнями землю и выращивать пшеницу. 22 февраля 1867 года
в сопровождении конвойных из Иркутска доставили с 2 жандармами в Якутск одного сильного, важного государственного преступника посадить во строк. Это был политически сильный руководитель Ишутинского кружка Иван Худяков, последователь Чернышевского. У него был замысел освободить Чернышевского из якутской ссылки. 17 дней непрерывной езды потребовалось для того, чтобы добраться Худякову от Иркутска до Якутска. Руководитель декабристов Кондратий Рилеев в своей поэме «Войнаровский» создал литературный портрет мрачного и грустного Якутска XVIII века. И вот в этот унылый и суровый край летом 1891 года приезжает добровольно сестра милосердия, англичанка мисс Кэт Марсден. Она приехала сюда, чтобы отыскать траву кучукта. Из Петербурга через Москву, не зная русского языка, тем более якутского, через всю Россию добралась с большими трудностями до Иркутска. Во время путешествия по Сибири мисс Марсден оказывала помощь нуждающимся. По лени она плыла на паузке. Впоследствии она писала: 3 недели плыли мы, не имея возможности раздеться или переменить одежду. Спали, где попало, между грузом. Питались преимущественно сухарями. Днем это невыносимая жара, ночью ужасные комары и холод. Ночевки в палатах. Несмотря на это, в течение 2 месяцев мы проехали до Вилюйска около 3000 верст.